Георгияс. Добрый день, здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы сегодня начинаем и проводим наше республиканское методическое объединение педагогов дошкольных учреждений, реализующих программы этнокультурного образования. Конечно, был большой перерыв в наших встречах, но в любом случае сегодня мы хотели бы остановиться на такой теме, как патриотическое воспитание. А как вот переключить мне это на слайд? Патриотическое воспитание, оно такое достаточно обширная тема, задача, проблема, которую необходимо реализовывать с дошкольного возраста, потому что именно в дошкольном возрасте ребенок наиболее восприимчив к информации, к эмоциональным посылам. Ведь само по себе быть патриотом – это проявление личностного качества. И можно разделить патриотическое воспитание на три компонента. Это содержательный блок, который успешно реализуется в наших детских садах. И сейчас большим подспорьем для реализации содержания этнокультурного образования имеет комплект «Детям Республики Коми». Программа, книга для педагога, рабочая тетрадь и мультимедийный диск, где собраны все материалы, необходимые для педагога при проведении занятий и различных мероприятий по этой теме. Я думаю, что эту программу уже многие оценили. Мы проводили вебинар по этой программе. Я думаю, что осенью, в следующем учебном году, мы начнем реализацию специальных семинаров по этой программе. Итак, содержательный блок. Конечно же, нужно обязательно учитывать возможности восприятия детьми дошкольного возраста той информации, которую мы им предлагаем. Не надо усложнять материал. Все-таки дети, дошкольники, они все-таки ориентированы на более элементарные знания. Они должны знать, где они живут, что их окружает, но проводить такую достаточно сложную познавательно-исследовательскую работу, связанную с историей родного края, это, конечно, на уровне школьного возраста рекомендуется делать. Здесь мы даем элементарное название место, где ребенок родился, республики и, конечно же, тех традиций, которые характерны для того места, где ребенок живет. Важным, конечно же, является ознакомление с символикой. Сейчас в каждом районе у нас есть герб, и я думаю, что можно этот герб каким-то образом использовать и при оформлении вашего патриотического уголка в детском саду или в группе. Очень важным компонентом патриотического воспитания является эмоционально-побудительный компонент, который направлен на формирование эмоционально положительных чувств ребенка к окружающему миру. Понятно, что формирование эмоций, оно во многом связано с тем, с каким взрослым общается ребенок. Если воспитатель сам любит родную землю и проявляет это в своих словах, в своих поведенческих каких-то реакциях, в своих жестах, в своей интонации, то это, конечно же, передается ребенку. То есть эмоциональный опыт, он формируется в дошкольном возрасте наиболее активно, и этому способствует вся атмосфера, в которой живет ребенок. Чувство гордости к своей родной земле, чувство гордости к своей родной земле,
чувство интереса, радость от красивых предметов, быта и так далее. Это все формируется в детском возрасте, и затем уже с этим ребенок растет. И вот это очень важный компонент, который является, может быть, даже ведущим при формировании патриотических чувств у ребенка. И важным компонентом является деятельностный компонент, который предполагает активное участие ребенка в различных видах деятельности, в которых он сможет проявить те знания, которые он получил на занятиях, в которых он может проявить свои эмоциональное состояние. И, в общем-то, именно вот эти виды деятельности, они позволяют уже оценить тот результат, который сформирован в течение системы занятий. Вот сегодня мы хотим с вами вам показать опыт работы детского сада села Лозем Сыктывдинского района, который на протяжении 3 лет реализовывал программу опорно-методической площадки. И тема достаточно интересная, которая действительно направлена на формирование как содержательной стороны, так и эмоциональных чувств ребенка. Формирование этнокультурной личности средствами коми-изобразительного искусства в условиях сельского детского сада. Мы предлагаем вам посмотреть презентацию работы этого детского сада. Региональная опорно-методическая площадка по направлению формирования этнокультурной личности средствами изобразительного искусства в условиях сельского детского сада на базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад села Лозем Сыктывдинского района осуществляет свою деятельность с декабря 2017 года по декабрь 2020 года. Наш проект нацелен на создание условий для полноценного этнокультурного развития современного сельского ребенка через систему художественно-эстетического воспитания на основе приобщения коми изобразительному искусству. Приобщение к коми-культуре, искусству и обучение родному языку через восприятие произведений художников Республики Коми наши педагоги осуществляют в разных видах деятельности: в игровой, музыкальной, кружковой деятельности, в повседневной жизни и на специальных занятиях. Педагоги нашего детского сада активно внедряют в образовательный процесс современные методики и технологии, такие как технология синтез искусств, прием оживления картин, прием экскурсий по художественной галерее, технология проектной деятельности, квест-технология, встречи с живым искусством и другие. Синтез искусств – это погружение в искусство, в его различные виды. Например, просмотр живописных произведений с включением музыкальных произведений и чтением искусствоведческих рассказов, поэтических строк. Синтез дает возможность соединения различных искусств в интересах их взаимообогащения, усиления образной выразительности. Наши педагоги собрали картотеку художественного слова к картинам художников Республики Коми на коми и русском языках. Музыкальный руководитель подбирает музыку к живописным картинам. Так как наш детский сад находится в сельской местности, и у наших воспитанников зачастую нет возможности посещать музеи, выставки картин художников, то мы оформили свою художественную галерею. В галерее детского сада представлены репродукции картин художников Республики Коми. В картинной галерее в качестве экскурсоводов могут выступать и сами дети. Представив себя в роли экскурсоводов, они рассказывают о картинах другим детям или своим родителям. Лена Ермоленко. Картина очень яркая, радостная, веселая. Самовар, чашки, сахар, молоко,
шанги. Как вы думаете, как называется женский головной убор? Оживление картин – один из самых интересных приемов в работе с детьми. Детям предлагается изобразить живую картину по произведениям коми-художников. В течение нескольких дней ребята совместно с воспитателями и родителями готовят костюмы, реквизиты. В процессе деятельности по оживлению картин дети тренируют свои мыслительные процессы, стараются запомнить изображенные предметы, позы людей и животных, месторасположение предметов на картине, распределяют роли по оживлению картины между участниками, учатся управлять своим телом, а самое главное, открывают для себя много нового, общаются, обсуждают, договариваются, тем самым развивают свою речь, обогащают словарный запас. По завершению оживления картины создается фотография. С малышами воспитатели оживляют иллюстрации художников-иллюстраторов детской комик-книги. В школьном учреждении проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, а также активно вовлекаются родители. Педагогами уже успешно реализованы и реализуются по настоящее время следующие педагогические проекты по этнокультурному и художественно-эстетическому направлению. Проект «Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с художниками-иллюстраторами коми-детской книги». Проект «Времена года» по ознакомлению детей с пейзажным жанром родного края. Проект «Живой вернисаж». Проект «В гостях у картин» по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с художниками Республики Коми. Проект «Музыкальное озвучивание картин художников Республики Коми». Межрайонный проект по сетевому взаимодействию «Я в мире дружбы и общения». Проект «Детская типография» по созданию комиксов на основе сказки Елены Козловой «Шундер». Проект «Энциклопедия для малышей по творчеству художников Республики Коми». Проект «Коми-национальный костюм в прошлом и современном мире». Проект «Баня парит, баня правит». Проект «Знакомство с коми-детским фольклором посредством создания лэйбуков». Проект «От овечки до варежки». Проект «Ознакомление дошкольников с творчеством скульпторов Республики Коми». Методическая копилка воспитателей нашего детского сада пополняется не только педагогическими проектами, но видеозаписями, так называемыми видеожурналами веселого карандаша. Предлагаю поиграть в игру на внимательность. Посчитать, сколько же интересных мест в Лезуме. Под веселую, задорную песенку. Раз, два, три, поехали! Thank you.
целью повышения профессиональной компетенции педагогов наш детский сад сотрудничает с Национальной галереей Республики Коми. Организовываются для педагогов искусствоведческие экскурсии в галерею. Специалистами галереи проводятся индивидуальные консультации для воспитателей. Для детей сотрудниками Национальной галереи проводились мероприятия из цикла занятий по программе «Изобразительное искусство для малышей». В рамках опорно-методической площадки наше дошкольное учреждение взаимодействует с другими инновационными площадками республики. Проводились онлайн-подключения в рамках реализации проекта «Я в мире дружбы и общения» с детским садом номер 83 города Сыктывкара, республиканской инновационной площадкой по этнокультурному воспитанию дошкольников. Наши дети 3 года подряд участвуют в республиканской дистанционной командной онлайн-игре «Играем в Лего», которую проводит детский сад номер 55 города Ухты, республиканская инновационная площадка по техническому творчеству детей дошкольного возраста. Наша команда «Лига роботов» стала абсолютным победителем сезона 2019-2020 года. На различном уровне транслируется региональная опорно-методическая площадка по направлению Сколько же интересных мест в Леземе! Под веселую, задорную песенку. проводились мероприятия из цикла занятий по программе «Изобразительного года» проектов и программ. Проведение мастер-класса для педагогов района по технологии синтез искусств на форуме «Реализация федеральных государственных стандартов дошкольного образования в Сыктывдинском районе. Эффективные педагогические практики и инновации». В детском саду стало традицией организовывать тематические выставки творческих работ воспитанников, педагогов и родителей под названием «Наш вернисаж». Выставка картин молодой художницы села Лезем Натальи Мартыновой. Выставка рукоделия мам-воспитанников «Мам Лонзар Никияс». Выставка картин по мотивам коми-сказок, выполненных родителями воспитанников из шерсти. Выставка работ мастера из села Лезем Ненева Василия «Удивительный кап». Познавательно проходят в детском саду встречи с живым искусством и его носителями. Встреча с коми-писателем Алексеем Поповым, главным редактором детского журнала «Бикинь». Встреча с детской писательницей Республики Коми Еленой Козловой. Встреча с поэтом и активистом села Лезем Евгением Мартыновым. Знакомство с мастером по бересте Кузивановой Валентиной. Необходимо, чтобы процесс воспитания любви к малой родине, приобщения к истории, языку и культуре своего народа был двусторонним, поэтому в дошкольном учреждении должна проводиться работа и с родителями воспитанников в этом направлении. Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс по приобщению детей к изобразительному искусству коми, культуре коми-народа в нашем детском саду она проводится через активные формы. Одна из них – привлечение родителей в проектную деятельность, в рамках которой родителями воспитанников изготовлялись лэпбуки на материале коми-фольклора. Иллюстрировались книжки-малышки для чтения детям по коми-сказкам. Проводилась работа с родителями воспитанников по созданию энциклопедии для малышей. Проведение родительских гостиных – эффективная форма сотрудничества детского сада и семьи. На этих встречах родители вместе играют, выполняют упражнения, слушают коми-сказки.
а итогом становится совместная творческая деятельность, создание индивидуальных или коллективных работ по теме гостиной. Квест-технология, как форма взаимодействия с родительской общественностью, активно используется и в нашем детском саду. Так, с целью повышения компетентности родителей в вопросе приобщения детей к коми-изобразительному искусству и коми-фольклору были проведены детско-родительская квест-игра «Коми. Край глазами художников» и квест-игра «За 3-9 земель». Интересно проводятся в детском саду мастер-классы, тематические вечера и музыкальные конкурсы с родителями воспитанников. Мастер-класс для родителей «Рисунок на бересте», вечер «Сундучок народных игр», мастер-класс «Коми-Аконь», тематический вечер «Бабушкин сундук», музыкальный конкурс на лучшее исполнение песни на коми-языке «Битва хоров». С целью формирования и развития единого информационно-образовательного пространства приемной детского сада организуются так называемые кинолектории. Эта форма позволяет широко использовать в работе с родителями просмотр по телевизору короткометражных научно-популярных документальных фильмов о Республике Коми, видеозаписей занятий по обучению коми-языку, презентаций картин художников Республики Коми, видеопоздравлений. Фильмы монтируются, озвучиваются и предлагаются родителям для вечернего и утреннего просмотра. Поиск новых форм работы с родителями по этнокультурному образованию детей в нашем детском саду остается всегда актуальным. На заключительном этапе работы инновационной площадки ведется работа по подготовке методических материалов по направлению формирования этнокультурной личности средствами коми-изобразительного искусства в условиях сельского детского сада. Я думаю, что с большим интересом все посмотрели опыт работы детского сада села Лозым Сыктывдинского района. И мне кажется, что все идеи, все эти проекты, которые реализовывались в этом детском саду, они достаточно легко могут быть использованы и внедрены в педагогический процесс всех детских садов республики. И, в общем-то, по настроению детей, по заинтересованному отношению родителей к мероприятиям, мы видим, что цель опорно-методической площадки достигнута. Я благодарю заведующую детским садом Марину Владимировну Рудецкую, старшего воспитателя и Ларису Геннадьевну Кулышеву, которые достаточно таким вот, и всех воспитателей этого детского сада, родителей, детей, что все вот таким вот достаточно хорошим коллективом подключились к этой работе. И я думаю, что мы все будем ждать сборник материалов по этой теме, и надеюсь, что эта работа в детском саду будет продолжена. Спасибо вам большое. Сейчас мы хотим предоставить слово другой опорно-методической площадке, которая также работает по направлению этнокультурное образование, по направлению патриотическое воспитание. Это детский сад номер 2 села Ижма, заведующий детским садом Наталья Валерьяновна Чупрова, старший воспитатель Анна Александровна, забыла как. Канева, Анна Александровна Канева. Сейчас вот технически мы пытаемся с ними связаться, а пока до этого я бы хотела рассказать о том, что в течение этого учебного года достаточно успешно мы реализовывали
и реализуем проект «Школа игропедагогики Джолюк-Малышок». В апреле этого года была проведена весенняя школа игропедагогики для воспитателей детских садов. А буквально с завтрашнего дня мы открываем летнюю школу игропедагогики для заведующих, старших воспитателей детских садов и реализующих программы по обучению коми-языку, и также приглашены методисты по дошкольному образованию, управления образования нашей республики. Группа достаточно большая, программа также интересная. Об этом и что будет происходить на летней школе вы сможете познакомиться в нашей группе ВКонтакте «Джолюк-Малышок». Также в течение 2021 года были проведены педагогические десанты в сельские районы нашей республики. Это Выжимский, Усть-Куломский и Ударский районы. Эти педагогические десанты смогли собрать воспитателей со всей республики, можно сказать, что потому что в состав педагогического десанта включаются педагоги из разных районов и города Сыктывкара также. Вот. Я думаю, что все эти новости вы смотрели в группе «Джолюк-Малышок». Наталья Валерьяновна на связи, и сейчас мы предоставляем слово Ижме для того, чтобы они смогли рассказать нам о своей работе. Программа этой площадки еще продолжается, еще этот год и следующий, но уже есть какие-то результаты, о которых можно рассказать нашим коллегам в республике. Наталья Валерьяновна Бурлон, видеоланет. Опорно-методическая площадка. Рочен или комен зарослена? По-русски, рочен, с самые видеоданные, да, рочи язычоч, с самыми антаремо, не только для педагогов, которые реализуют программы по коми-языку, но и программы этнокультурного содержания. Понятно. Добрый день, уважаемые коллеги. Детский сад номер 2, село Ижма. Нам присвоили статус опорно-методической площадки в январе 2020 года. То есть мы функционируем как опорно-методическая площадка инновационная второй год. Осталось еще 1,5 года. Все 3 года у нас были разделены на тематические направления. Тема опорно-методической площадки – это приобщение детей. Наталья Валерьяновна, презентацию свою загрузите. Детей дошкольного возраста к традициям коми-ижемцев. И одно из направлений, в прошлом году направление было это традиционное природопользование. Дети знакомились с основными занятиями коми-ижемцев. В этом году основное направление у нас это традиции, культура коми-ижемцев. И сегодня вашему вниманию мы хотим представить опыт работы детского сада по приобщению детей дошкольного возраста к традициям, культуре Изватас. И одно из направлений – это у нас праздник, детский праздник Луд Вылынгажичем в рамках межрегионального народного праздника Луд. Наш детский сад участвовал 4 раза подряд в празднике народном. И для проведения этого праздника мы взяли основной праздник и адаптировали программу праздника и сделали свой детский гаш Луд Вылынгажичем. Это адаптированная программа межрегионального традиционного праздника Луд для детей дошкольного возраста. Так, как проходит у нас подготовка и в целом к этому празднику. В целом структура образовательно-воспитательной работы по приобщению к национальным традициям детей дошкольного возраста у нас состоит из нескольких направлений. Общая программа это первое, это экологическое воспитание. Мы знакомим детей с культурой природопользования коми-ижемцев, где мы знакомим с
традиционными занятиями коми-ижемцев, охотой, рыбалкой, оленеводством. Второе направление – это приобщение к культуре и традициям коми-ижемцев. И попутно мы знакомим детей с историей своего народа. Каждое направление состоит из отдельных проектов, общей программы. И по экологическому воспитанию какие проекты у нас были уже реализованы? Это с помощью экологической тропы Верва-Ордем мы знакомили детей с традиционными занятиями коми-ижемцев. Далее охотой и рыбалкой. Проект «Касание медного колокольчика» позволил познакомить детей с традиционным занятием коми-ижемцев оленеводством. Второе направление – это культура и традиции коми-ижемцев. Здесь мы реализовывали ряд... В смысле раскрыть? Так, у нас открыто. Так, мы листаем. Дальше идем. Отдельно коллокационно, да? Угу. Вот так, да? Угу. Дальше. Далее, значит, направление по приобщению к культуре и традициям реализовывалось в рамках проектов, ряда проектов. Это «Бабкудишта Темтор. Тайна из бабушкиного сундука». Здесь дети знакомились с костюмом ижемским и непосредственно, что такое костюм. Так, сейчас, минуточку. Что такое ижемский костюм, из чего он состоит? И дети узнавали тайну о том, что из костюма дети могут узнать многое. Это и сведения о родословной линии той или иной семьи, как хранились костюмы, кому они передавались из поколения в поколение, как передавались. Далее дети узнают, что из костюма можно узнать социальные какие-то сведения, что более богатые носили более роскошные костюмы, состоятельные, более простые люди, менее обеспеченные, они носили более простые наряды. Так, и, значит, узнают о назначении костюма, как выглядит будничная одежда, она менее нарядна и практичнее, нежели праздничная, и другие знания. Второй проект – это «Бабкудиш-Дива», чудо из бабушкиного сундука. Здесь проведен был комплекс мероприятий по изготовлению коми-ижемских костюмов для детей дошкольного возраста, аутентичных. В итоге, в рамках реализации совместного с Лукойл Коми проекта, наш детский сад приобрел 20 костюмов для девочек и 20 костюмов для мальчиков. Следующий проект – это «Атта Дива». Вот эта дива. Здесь, значит, мы использовали на занятиях, проводили мероприятия с использованием интерактивной выставки ижемского традиционного костюма. И последний проект – это «Лут Вылынгажичем», гуляние на лугу. Вот на нем-то мы и конкретнее потом остановимся. И третье направление – это история, знакомство с историей своего народа. Проект назывался «По боевым следам Северной кавалерии». Ребята узнавали исторические сведения про воинов, оленеводов в оленелыжных батальонах. Сам проект «Лут Вылынгажичем», гуляние на лугу, перевод. Что здесь дети узнают? Это адаптированная программа, говорили уже, и наш детский праздник состоит из нескольких частей для детей от 4 до 7 лет.
Значит, какие элементы здесь? Моменты – это элементы танцевального шествия «Ворота». Проходит через детские хороводы, сад Ерынпаны, гуляйте, элементы хоровода Шен и другие. То есть данной программой мы постарались перенести взрослый праздник до уровня детей. Следующий элемент – это хоровод невест через конкурс для девочек Мича и Жамка. Здесь родители представляют своих дочерей, внучек через конкурсные материалы. И в итоге, как и во всех детских конкурсах, выигрывают все. Далее, элементы соревнований по национальным видам спорта. Тут мы проводим перепрыгивание через нарты, забрасывание аркана, перетягивание. Тут более для мальчиков. Эти конкурсные материалы, к ним приходит на праздник охотник Батырка, Ижемский тоже охотник, исторический момент такой. И вот с ребятами проводят соревнования. Далее, конно-спортивные соревнования проходят через комбинациональные игры и развлечения с сеном. Дети ищут в стогах сена какое-то количество игрушек. Позапрошлом году мы искали 95 игрушек ввиду того, что нашему району было 95 лет. В этом году праздник, который мы проведем, собираемся провести для своих детей на территории своего садика, будем искать 100 игрушек. Также есть такие страницы, как детские игры, литературная страница и многое другое. Какая предварительная работа проводится в рамках подготовки? Уже говорила, нашему празднику 5 лет. Мы начали его проводить с 2016 года. Первые 2 года он проводился на территории нашего детского сада. Потом 2 года мы выходили уже на общий праздник ЛУД к районному дому культуры. Вот в этом году мы проводим его в силу ограничений опять возле нашего садика. И в целом, что проходит на этом празднике? Сценарий праздника один и тот же. Мы сохраняем сюжет большого праздника. Меняются лишь отдельные элементы представлений. Меняется, допустим, с кем мы участвуем. Было время, когда только наши воспитанники участвовали. Потом был праздник, когда мы приглашали своих детей, выпускников, которые являются уже учениками Ижемской школы, чтобы сохранить преемственность школа-сад с нашими детьми. Наши школьники в 2019 году участвовали вместе с нами. Также в 2019 году на праздник мы приглашали фольклорный коллектив ветеранов села Ижма. Так. И в этом году мы приглашаем тоже как бы членов этого коллектива, баяниста и одну женщину в возрасте. Так, дальше. Также у нас каждый год как бы партнерами проведения праздника являются библиотека сельская, дом культуры и, конечно же, ООО «Лукойл Коми». Так, какую работу мы проводим с детьми? В рамках проведения вот этого детского праздника дети знакомятся с костюмом, его составом, материалами, из чего они изготавливаются, и элементы костюма. Далее, с детьми проводятся практические занятия по одеванию и ношению костюма. Дети узнают, как хранят костюмы. Далее проводятся очень, как бы они длительные, иначе детям трудно за одно мероприятие освоить те фигуры, которые проводятся в рамках этого праздника. Проводятся практические занятия по обучению водить хороводы. Далее определенный момент, это когда мы обучаем с детьми новые песни, песенный репертуар просматривается и стихотворения на коми-языке. И, конечно же, это ежедневные репетиции, которые проводим музыкальные работники и сотрудники, воспитатели проводят с ними. Вот несколько моментов, которые мы хотим представить вашему вниманию уже из истории этого праздника. Первая фотография это еще на территории нашего детского сада, а 2 остальные это уже в центре Ижмы.
Так, вот это наши малыши. Получается, и на территории, и тоже в центре Ижмани водят хороводы. Здесь вот как раз это показывается. А на третьей фотографии, это нижняя слева, дети играют в коми музыкальные инструменты и поют коми песни. Здесь показаны некоторые моменты из праздника. На первой фотографии бабушка презентует свою внучку и рассказывает про ижемские чулки. На второй фотографии девочка представляет себя в ижемском костюме, а на следующих дети водят хороводы с бабушками. Это спортивные соревнования, прыгают через нарты, ловят оленя и перетягивают канат. Здесь ребята играют, собирают игрушки в стоге сена, литературная выставка. Здесь они, свободные дети, если хотят, могут собирать орнамент и делать какие-то творческие работы. Это тоже фотографии. Ребята могут свободно прийти, проводить раскраски. Вот это гости наши, это коми-писатели-поэты, коми-войтер и Лупел коми. А это виджадамыш, вича курам лут гаш было. Это уджал исчез. Зевуджидайте, Наталья Валерьяновна. Большое спасибо, желаем вам успехов. Действительно, такая хорошая тема поднята на вашей опорно-методической площадке. Я думаю, что этот материал, который вы наработаете, он будет полезен не только в нашей республике, но и по всей нашей России, где живут коми и животасы. Это у нас в планах поделиться с ними при очной встрече. У них есть большое желание и к вам приехать, и собраться, и, может быть, и будет такая возможность созвать вот такую конференцию на завершение программы вашей площадки. Желаю вам успехов. Итак, уважаемые коллеги, мы завершаем сегодняшнее заседание Республиканского методического объединения педагогов дошкольного образования, реализующих программы этнокультурного направления. Желаю вам хорошего лета, отдохнуть и с новыми силами подключиться к работе в следующем учебном году. Атте, виджадамыш, кывзамыш, анджиш лытай, встав бурса.